Здравствуйте, мы начинаем новый для нашего телеканала формат. Программа «Контекст». Острые темы будем обсуждать в экспертном сообществе, чтобы разобраться в причинах и просчитать последствия. Сегодня говорим о религии, межконфессиональном согласии, темах, легко воспламеняющихся и трудно контролируемых. Я напомню историю вопроса. В июле в публичном пространстве разгорелся спор. Один из пользователей соцсетей неодобрительно высказался в адрес православных жителей республики. Христиане ответили открытым письмом, в нем обвинили представителей традиционных национальных верований в нетерпимости и дискриминации православных. Тема, как снежный ком, тут же обросла тысячами комментариев в соцсетях. Мы решили попробовать разобраться в нюансах и понять для себя, так почему вспыхнул спор. Это политика или давно зревшее недопонимание. Разбираться будем в научном контексте. И в нашей студии сегодня эксперты. Тимур Ефимович Дзыранов, кандидат философских наук, Тамир Казбекович Салбиев, исследователь остинской традиционной культуры, кандидат филологических наук, поправляйте, если вдруг где-то будет ошибка, старший научный сотрудник отдела скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН. Все правильно. Людмила Руслановна Габоева, историк-краевед. Я еще директор государственного бюджетного учреждения «Наследие Алании». Наследие Алании. Как раз отлично. Вот как раз по теме. В нашем контексте. Все правильно. Назим Исмаилович Гиджрати, ученый, археолог, преподаватель. Федар Магомедович Таказов, кандидат филологических наук, лингвист. Я надеюсь, что вот в таком контексте и в таком формате мы попробуем разобраться. Хочу сразу заранее оговорить сегодня, правда, свою незавидную роль в этом ученом разговоре, потому что я страшно далека от темы, и у меня в голове полнейшая каша. Я боюсь, что в таком же положении оказывается и большинство жителей республики. Вот у меня, например, никогда не возникало... Я православная. У меня никогда не возникало вопроса, красить яйца на Пасху или резать 3 пирога на джурбу. Не было у меня вот этого вопроса в голове. Я думаю, что у большинства обывателей то же самое. И мы просто жили и не разделяли друг друга на православных, традиционалистов, мусульман. Каждый потихонечку отправлял идти и другие свои религиозные потребности. Сейчас я запуталась, и я вас прошу помочь разобраться и мне, и всем остальным, объяснить на пальцах, как уложить в сознании вот этот вот возникший спор. И есть ли вообще причины для спора? Тимур Ефимович, да. В общем-то, вот на ваш вопрос о том, что это созревшего или это искусственно Да, создано. он возник только что или... Вообще-то, если коротко, то, безусловно, это неестественный, ненормальный для Осетии спор. Потому что в традициях народа осетины живут, во-первых, в уникальном месте. Между двумя мирами – христианским и мусульманским. И это окружают нас народы, говорящие на других совершенно языках. И за тысячи лет, и не за века, а за тысячи лет в менталитете народа выработалось то, чего сегодня добиваются на Западе. Вот этого консенсуса или межконфессионального мира, он выработан. Это традиция осетинского народа. Здесь на протяжении веков совершенно спокойно соседствовали и находились в мире и согласии самые разные конфессии, самые разные религии. Мы-то все хорошо знаем православную, ислам, мусульманское, так? Но если брать, допустим, христианство, то у нас с XIX века или с начала XX века есть и протестанты, которые именно в Осетии, не пришлый народ, а в Осетии. И рядом с нами живут армяне-григориане,
которые с момента появления Владикавказа здесь появились. И здесь одна из церквей армяно-григорианских, наиболее таких почитаемых, наверное, на всем Северном Кавказе. И это можно перечислять. И повторяю, что народ выработал вот эту вот, то, что на Западе толерантностью, это наша традиция, это наше культурное наследие. А то, что происходит сейчас, это от того, что вот те люди, которые вот подняли этот вопрос, они абсолютно некомпетентны. Под видом защиты традиций своего народа, они эти традиции просто игнорируют и нарушают. Вот, допустим, вот христианство и так называемые традиционные религии. Хотя для Осетии, если христианство с 1000 лет существовало у Алан, принимали христианство, так? Или ислам начали принимать в период Золотой Орды, так? Это где-то 700 лет, так? Это традиционные религии или нетрадиционные для осетин? Как вы считаете? В масштабах истории уже, наверное, традиционные тоже. Название традиционное стали применять вот к архаичным, древним верованиям народов, потому что просто не могли подобрать другое слово. У этих священнослужителей православных есть понятие «язычники». Вот это был тоже отдельный вопрос, который обсуждали все. Что такое язычество? В ответе, значит, архиепископа Леонида звучит вот это слово «язычники», и оппоненты страшно обиделись. Да, потому что такое язычество? Это чисто христианский термин или его можно шире использовать? В общем-то, это, конечно, термин не научный, это церковный. Аналог в науке – это политеизм, многобожие. Так? У церковники язычниками. Языцы, то есть разные народы, разные религии. Языцы. Вот отсюда язычники. Так? Но сами же священнослужители этот термин поставили под вопрос. Когда, вообще-то, присоединение Осетии к России началось с решения религиозных проблем. Деятельность началась не с присоединения, а с так называемого восстановления православного христианства на Кавказе. Имелись в первую очередь осетины. И была создана специальная миссионерская организация, так называемая Осетинская духовная комиссия. Она была создана в 1745 году, а через пару лет эти миссионеры прибыли, в 1949 году прибыли и уже развернули свою деятельность. Осетины в то время, принимая крещение, воспринимали это как принятие присяги, как принятие подданства. Угу. А вот традиционная религия. Я вот сейчас не знаю, кому обратить этот вопрос. Традиционная религия. Религия – это что вообще? То, что мы называем традиционной религией, это вообще религия? Я отвечу на ваш вопрос. В принципе, Дзейранов правильно сказал, что сам термин «традиционный» не вполне корректен по отношению к Остинскому, так как и христианство, и мусульманство, они тоже уже давно стали традиционными. Однако это стали применять только именно к Остинскому. Дело в том, что остинскую религию как таковую они соотносили со своим этносом. То есть, к примеру, термин «осетин» относится как к религиозной сфере, так и к этнической. Точно так же и, к примеру, самоназвание Ирон точно так же и религию обозначает, и этническое обозначение имеет. Точно так же и Дегурон. К примеру, в 1905 году Михаил Гордан стал составлять свод этой религиозной системы. И вот он так и обозначил «Рагон Дегурон Нартон Дин».
Точно так же, вот, когда еще до революции начал составлять такой же свод Темирханов, то он точно так же обозначил это, как на русском он говорил, это осетинская религия, а на осетинском он это говорил Ирон день. И фактически вот для осетин не было разницы между верой и религией. Это для них одно и то же было. И обозначали это одним только термином «дин». Сейчас говорят, что дин арабское заимствование, но в принципе это не имеет значения, откуда это слово заимствовали. Главное, что они употребляли и применяли этот термин. Хотя это слово дин астинское восходит к древнеиранскому в дайна и обозначает именно религию, веру. И поэтому мы можем твердо говорить, что у нас имелась осетинская религия. Это внешняя форма, так скажем. Если внутреннее содержание этих верований, то вот эти верования имеют системное образование, и они все это преподносили именно по системе, от, скажем, до, по той же схеме, что, к примеру, мы, по которой называем христианство или мусульманство религиями. Хотя, если даже углубляться в астинское, то там более даже детальнее, к примеру, разворачивается объяснение творения мира, чем, скажем, в христианстве или в мусульманстве. Поэтому мы никак не можем говорить, что это просто какие-то разрозненные верования, но не религия. Прошу прощения, да. К нам присоединился Аслан Аркадьевич Цуцуев, кандидат исторических наук, министр по вопросам национальных отношений республики. Здравствуйте всем. Мы продолжаем. Конкретно. Пожалуйста. Я начну сначала. Да? Давайте если сначала. позволите. Давайте. Тут много раз можно начать сначала, все равно Да, сложно потому что разобраться. все-таки надо быть актуальным, да. Речь идет о поводе, по которому мы собрались. Эта ситуация как бы сложилась не на пустом месте. Мы оказались на разломе эпох. И вот этот разлом эпох, да, он поставил вопрос о том, сможем мы сохранить культурно-историческую преемственность или нет. Посмотрите, значит, наибольшую активность проявляет молодое поколение, которое живет в информационном пространстве, сегодняшнем, которое через интернет имеет доступ к неограниченному количеству информационных ресурсов. И они этот вопрос ставят уже совершенно осознанно. И они ставят вопросы, ответов на которые они не получают. Эта проблема ждет своего решения. И это решение должно быть сбалансированным и взвешенным. Кто же вы должен принимать это решение? Но вот через подобного рода обсуждения мы как бы и продвигаемся по этому пути. Вот я прошу прощения, раз уж вы заговорили о том, что необходимо найти свое место, да, вот в этом самом контексте, мы с коллегами обсуждая такой пример хотим привести. В монорелигиозных республиках, которые рядом с нами проповедуют ислам, вы меня поправьте, если я не права, но они настолько смешали уже религию со своими традициями, что о традициях, может быть, не совсем уж забыли, но каким-то образом их задвинули. Это отражается в одежде, да, например. Уже все думают, что хиджаб — это традиционная национальная одежда, хотя совершенно все не так. И я понимаю, что в нашей республике перегибы страшны в обоих направлениях. Если мы углубимся в религию, мы потеряем национальную идентичность. Если мы будем
поддерживать вот это направление, значит, с религиозной точки зрения будут возникать конфликты. Это так? Если, к примеру, взять Чечню, то если дореволюционную Чечню, там действительно ислам был вот адаптирован был на местные традиционные обычаи. А сегодняшний ислам в Чечне это фактически замещает вот традиции местные, и поэтому приходит вместо этих традиций, уже не происходит адаптации. И сегодня, вот, хотя и в более мягкой и в меньшей форме, наблюдается это и в Осетии. К примеру, вот та часть молодежи, которая стала принимать мусульманство, стала вытеснять вот именно традиционное и заменять это уже фактически арабской культурой. Не только религию как бы берут, но и культуру берут. Точно так же и действуют сегодняшние христиане. Христиане тоже стали как бы заменять вот традиционное на это, но это в меньшей степени, чем у мусульман происходит. Но происходит. В чем особенность нашей ситуации? В том, что мы многоконфессиональные. Это должно быть нашим преимуществом. Потому было, что собственно говоря, и всегда. было, и остается, я надеюсь, что оно и впредь будет нам только помогать. Потому что Извините, это опыт. Это наше достояние. Совершенно верно. Значит, почему так происходит, да? Почему осетины как бы спокойно относятся к мировым религиям, да? Потому что осетинская религиозность, она растворена в культуре. И вот у культуры самого термина есть много толкований, да, воспитание, возделывание там, и так далее. И есть толкование, связанное со словом «культ», которое тоже производно. Когда Всеволод Миллер собирал материалы языковые, этнографические, он писал, что у осетина непрестанно на устах имя Всевышнего Хусау. И он говорит «Хусау Арфашар», то есть это «пусть пребудет с тобой благословение Всевышнего», или он говорит «Хусау Арфагон», и так далее. И вот эта особенность, она позволяет как бы найти механизм. Он уже найден. Я вот сейчас хочу его вам озвучить, который работал на протяжении тысячелетий. И он заключается в том, что есть как бы собственная религия, исконная, религия предков, которая по своей природе религиозно-мифологическая, и которая по своему характеру является этнической, то есть привязанной к этносу и функционирующей на родном языке. И как и всякая религиозно-мифологическая традиция по своей доктрине, да, она обращена в прошлое, в Золотой век, к предкам, в эпоху первотворения, когда все создавалось, когда были заложены основы того мира, в котором живет человек. Но поскольку есть понимание, что мир не ограничивается рамками вот собственной территории, присутствует открытость к внешнему миру и вырабатывается механизм взаимодействия с внешним миром. И этот механизм тоже основан на религиозных представлениях. Для вот по-настоящему религиозного человека долгое время, да, было совершенно характерно, свойственно представление, что небо одно. Просто у разных народов к нему разный путь. И поэтому было уважение к другой религии. А когда произошла встреча с мировыми, то стало понятно, что мировые религии универсальные.
они наднациональные, наднародные. Они включают народы, говорящие на разных языках. И при этом по своей доктрине они религиозно-исторические. Они обращены не в прошлое, а в будущее. И в христианстве, и в исламе. Представление о том, что смысл человеческой жизни, он заключается в том, чтобы подготовиться к своему концу, к страшному суду, к встрече со своим Создателем. И тем самым при взаимодействии нет противоречий. Это же действительно такая тема, которая ее зажечь вообще совершенно ничего не стоит. А как же балансировать? Да. Ну, не то чтобы выяснилось, всю историю человечества выясняется, что межрелигиозные войны самые частые и распространенные. А как же нам балансировать? Вот здесь вот в комментариях, значит, пишут о том, что власть виновата. Вот вы как представитель власти, правительства и так далее. В нашей республике с нашими... Да, власть всегда виновата. В нашей республике с нашими особенностями религиозными и традиционными и так далее. Чиновник что же, должен быть неким нейтральным человеком, который не имеет права демонстрировать свою религиозную принадлежность. Ну, в одном, наверное, я могу согласиться. Я, например, не очень, это мое мнение, приветствую, когда кто-то свой рабочий кабинет превращает в алтарь, иконостас, там, или, значит, там огромные фотографии развешивает Каабы с, значит, там, цитатами из Корана. У нас все-таки религия отделена от государства, поэтому человек... значит, сидящий в чиновничьем кабинете должен понимать, что к нему приходят разные люди, разных религиозных убеждений, либо совсем не верующие в Бога. Вот. И вот здесь, наверное, эта демонстрация, на мой взгляд, ни к чему. Вот. Но в то же время любой чиновник тоже человек, он имеет конституционное право верить или не верить, и делает этот выбор, ходит в мечеть, в церковь или в какую-то осетинскую святыню, если мы говорим об Осетии. Действительно, в общем, проблема, конечно, она существует, и мне кажется, ее вот такое некое напряжение, накопление этой проблемы, оно началось вот в постсоветское время, потому что советская власть вообще не очень как бы поощряла это все, религиозность там и, значит, как коммунистическая идеология, она, в общем, сама была идеологией, и конкуренты не очень нужны были, как я понимаю. Вот. А вот в постсоветское время на волне вообще в целом такого интереса и к культуре духовной, возрождения национальных культур. Значит, вот такой живой интерес к духовности, он, конечно, историческими вот такими корнями стали люди интересоваться, в том числе и религиозными корнями. И стала происходить такая вот, на мой взгляд, некая институционализация, что ли. Вот то говорил, о чем говорил Тимур Ефимович, о государственных религиях, скажем так. Вот стали возникать религиозные организации традиционной осетинской веры, которых не было раньше. Они сегодня возникают, сегодня их уже там именно с десяток. Как организации, как сами-то верования. Организации были традиционной осетинской веры. Да. Я говорю об оформлении сегодня вот веры осетинской в некую формальную, организованную. Ну, так происходит. На это есть запрос. Люди хотят регистрировать такие организации. Некоторые из них сейчас объединяются, появляются более крупные, появляется символика какая-то религиозная. Это получается, у этого направления есть перспектива, раз оно вот так вот оформляется и приобретает какие-то... Вот относительно перспектив, ну, тут вопрос, конечно, наверное, больше специалистов-религиоведов, а
перспективах этого. Но по факту это сегодня происходит, мы это видим. И ни в одной книжке вы не найдете вышедшей там, я не знаю, условно говоря, там 20-30 лет назад этих терминов там «сагдин», «вацдин», «асдин» и так далее. Это все слова, которые появились вот сейчас. Но вот очень важно, мне кажется, прививать вот этим молодым людям в большинстве своем, которые сегодня наиболее такие вот, значит, убежденные приверженцы, сторонники этой традиционной веры, необходимость спокойно, взвешенно и с уважением относиться к другим религиям. Я, слушая вас, пыталась определить свое место в нынешнем разговоре. Ну, так как у меня немного регалий, все-таки добавлю, что я еще древлехранитель Аланской епархии. То есть в этом смысле я думаю, что вот и отвечаю за сохранность именно наследия недвижимого. Вот. Мне бы очень хотелось, потому что, собственно говоря, повод-то был какой, что есть какое-то напряжение. Вот смотрите, когда начался наш разговор, видите, даже дискуссии у нас такое не получается. И нет этого темперамента, который иногда вот появляется на телепередачах и вообще в эфирах. Почему? Потому что мы все осознаем ту меру ответственности. Видите, как мы говорим осторожно. Потому что тема, на самом деле, достаточно серьезная. Мы начинали говорить и говорили о том, что осетины как бы между двумя мирами. В осетинской есть мир Мангар-Дуня и Асак-Дуня, да? То есть вот в этом смысле, конечно, мы все задумаемся, Тамир Салбиев, я не полностью, а очень по многим вопросам с вами даже сейчас созвучно. На самом деле вот эти вопросы своей духовной принадлежности для нас сейчас очень актуальны. Ответственность и еще эпоха. На самом деле, вы понимаете, даже эпоха не только у нас здесь, а вообще в мире наступает новая эпоха. Мы ее не очень замечаем. Но мне кажется, что у нас остались какие-то, на самом деле, невыполненные задачи. И в культурном плане. Вот, допустим, сохранение и развитие языка. И очень много другого. И вот это каким-то чудесным образом сопряжено оказалось в страстной форме. Вот с этими духовными исканиями, духовные искания у каждого поколения. То есть нельзя выработать какого-то воспитанного человека. За каждое поколение нужно не только в смысле религиозной ее принадлежности биться. Биться нужно за каждое поколение. И вот на самом деле появились какие-то проблемы. И они были в какой-то степени даже ожидаемы. Мне в детстве когда-то рассказывали про Батраза, да, эпического героя. И мне трудно было это все понять, потому что это было за пределами Осетии Алании. Но я поняла, что это обуздать себя, владеть собой. Вы понимаете? То есть свою чувственность, свое тело, и свой ум, рассудительность. Вот этого на самом деле сейчас не хватает. И, повторяю, невыполненные задачи, которые перед нами стоят, чтобы вот эту сокровищницу, которая нам досталась, все-таки скажу, от наших предшественниц, успеть раскрыть, потому что я не раз уже повторяла, что можно и опоздать с открытием своего прошлого. Вы понимаете? То есть нужно, возможно, мы на каких-то поворотах смены эпох мы что-то не доработали или у нас не было возможности. Но и еще, я думаю, что я потом подключусь к разговору, потому что я не настолько свободно владею вот этими темами. Я могу говорить о конкретике, вот, допустим, о культурном наследии. Вот, мне кажется, Зрукский храм или, допустим, Тлийский или любой другой храм эпохи Средневековья, это, и в других местах перечни достаточно велики, это суть доказательства. А вот скажите, 1100-летней истории. Спор именно об этом. Это храмы
Или это зуары, да, это святилище? Вот я сейчас... Ну, это про я него, сейчас да, хочу хорошо, это продолжить. другой Да. Мадмайер. А вот когда в 2002 году, только вы меня остановите, потому что я могу увести вас от этой темы. Ну, что знаю, то могу сказать. Значит, в 2002 году, когда я увидела Изрукский храм, это на 28-ю Успение Богоматери, когда потомки всех тех, кто осваивал эту достаточно суровую территорию, они собираются из разных мест, и республики, и из-за пределов, и там несколько дней проводят, и это помнят, и чтят своих предшественников, да, то меня туда даже не пускали. При том, что к тому времени я отвечала как директор наследия Алании за эти объекты культурного наследия, в том числе и христианские. Женщинам туда нельзя. Ну, да, это было. Сейчас этого нет уже. Хотя туда пробраться уже невозможно, потому что в силу аварийного состояния. Но что, там же были стенки святилища Зуара, который был пристроен к древнему храму. Почему? Потому что, и я могу вспомнить, тут уже упоминалось Общество восстановления православного христианства, и в отчетах содержится повествование известного священника Алексея Гатуева, это «Христианство в Осетии», да, он автор этого труда, как жители Зруга, они шли навстречу с Нара и со Зруга, как пытались проложить эту тропу, чтобы с почестями принять священника. Понимаете? Значит, и люди в последующей эпохе, они не могли спасти этот мощный, сильный храм. И что они сделали? Они осмыслили его на том уровне, на котором они понимали и могли, пристроили несколько стенок и также почитали эту святыню, и также молились. Может быть, не в каноне церковном. Вот я думаю, что это вот такое очень, Тамир Салбеев, конвергенция, или вот такое взаимное гармоничное взаимодействие, это можно увидеть и в таких документах, как недвижимое наследие, как христианские памятники. В этом же и спор как раз-таки, что вот это все происходило, с этим жили, сохраняли святыни таким способом. А сейчас начинается вот этот вот... Новая эпоха. Новая эпоха. Мы выкидываем там иконы из храма и говорим, что это не храм. Я говорил, что вот стали появляться религиозные организации традиционной осетинской веры, и стали так вот живо обсуждать как раз вот эту проблематику, что на месте древних зуаров стали строить православные храмы. Это вот, дескать, такая миссионерская деятельность или активная, на месте храмов, которая, строить святилище, которая вот посягает на наши традиционные. А действительно, это факт известный, что храмы строились на месте древних святилищ, потому что это места почитаемые, святые, уважаемые, намоленные. Таких примеров можно привести очень много. В Дзивгисе мы знаем, что это архитектурно, это абсолютно храм, там же есть святилище. Я часто в пример привожу, вот скажем, селение Горная Саниба. Вот. Там есть святилище Аларды, рядом с которым, прямо внутри села, православный храм Святой Троицы. Наверху святилище Саниба. Я напомню, что Реком. Муса Кундухов, который был, одним из инициаторов, организаторов мухаджирства, отъезда осетин, не только осетин, а вообще горцев Северного Кавказа, мусульман в основном, в Османскую империю, уроженец этого села. И там была мечеть, там Кундуховы и Есивы, по-моему, две такие наиболее крупные знатные фамилии из Санибы, которые исповедовали ислам. Есеновы, да. Ну, вот вам пример вот этого маленького села, того, как это все совершенно спокойно, мирно там сосуществовало. Вот если попадется кому-то, почитайте, очень интересно описание крестного хода, которым несли икону Моздокской и Иверской Божией Матери во Владикавказ. Ее несли по очереди во все ущелья сначала, потом ее доставляли во Владикавказ. И самое интересное, что
Независимо от национальной религиозной принадлежности, люди выходили. Вот тем, кто шел этим крестным ходом, приносили им еду, приносили им воду. И многие, вот даже там уже в Моздокском районе по соседству чеченцы жили, они выходили тоже поклониться, приложиться к этой святыне. Она не их религии святыня, но отношение к ней было как к святыне. Считалось, что вот она там больным детишкам помогает и так далее, и так далее. И все это было спокойно. Вот почему сегодня мы начинаем вот в такой какой-то конфликт входить друг с другом. Я, честно говоря, не очень хорошо понимаю для себя. Это правильно, вот Фидар говорил, отчасти это, конечно, ответная реакция на некую такую миссионерскую деятельность со стороны, скажем, христианства либо ислама. Их позиции укрепляются, и вот такая ответная реакция идет со стороны традиционной остинской веры. Вы сидите, слушаете, но хотелось бы ваше мнение Я тоже. объясню, почему я сижу и слушаю. Дело в том, что здесь все собравшиеся осетины, а я единственный не осетин. У меня более почетная миссия, поскольку я основатель новой осетинской фамилии. Мои дети наполовину осетины, одна из внучек на 3/4 осетинка. Поэтому я думал, что вначале должны сказать те, кто от своих старших слышал, как оно было. А я археолог. Я знаю. Я не верю, я знаю. Что я знаю? Ну, прежде всего, как археолог, я знаю, что бывают сосуды целые и разбитые. Бывают очень сильно разбитые. Но они называются археологически целыми. Что это такое? Это когда от венчика остался кусочек, от туловища остался кусочек, от днища остался кусочек. Вроде бы сосуда нет. Но мы поэтому можем восстановить, какое оно было. К сожалению, история Осетии в силу известных всем обстоятельств представляет собой, то есть то, что удалось сохранить, археологически целое, но очень сильно разрушенное. В результате набегов, нашествий, в конечном итоге того катаклизма в виде нашествия Тимурленко, хромого Тимура. И если бы наследие было записано, оно бы не сохранилось. В свое время Аристотель и многие другие говорили, что возникновение письменности – беда, потому что записывают, чтобы забыть. Именно потому, что не было записано, передавалось из уст в уста, от старшего к младшим, передавалось не только словами, но и действиями. Сохранением вот этого вот того главного, что главное не жизнь, а честь. И, собственно говоря, тут коренные отличия с окружающими религиями, потому что в той религии лучше бы убили, но не оскорбили. В Осетин. Потому что убили, он в том виде идет, не оскорбленный туда, куда он идет. Оскорблять нельзя. Далее. Когда говорят о была ли не... Господи, в нартовском эпосе мы видим, это есть такое понятие археологическое, стратиграфия. Это как пирог Наполеона, знаете, много-много слоев. Так вот, в нартовском эпосе мы видим слои, относящиеся к позднекаменному веку. Они очевидны. И поздние наслоения, они тоже очевидны. И очевидно то, что было, вот мы видим единобожие, причем более строгое единобожие, чем в том же христианстве. Намного более строго. И почему не сразу не могли понять христиан? Да потому что у христиан Отец, Сын и Святой Дух. Он как-то вот расстраивается. А тут и о каком язычестве может идти речь? Я, наверное, здесь еще потому, что я специалист по каменному веку, куда не пустят обратно осетин, как было сказано. Да, вот ни о каком каменном веке может идти речь. О каком язычестве? Просто, ну, видите, я постараюсь говорить просто, без научных терминов. У каждого слова есть коннотация, есть
семантические ряды, то есть как оно воспринимается. Ну, вот язычество. Ну да, оно довольно древнее слово, и понятие этого язычества, оно вот когда иудеи обращали в истинную веру тех, у кого было многобожие, у кого был тотемизм, анимизм, фетишизм, магия и прочее. У вас ничего этого нет. Есть единый Бог, есть святые. Ну, есть трактовки такие, что у вас же это посланник Божий, а у вас это Святой Дух. Ну, это уже такая попытка христианизации. Но есть то, что осталось от древней мировой религии. И поэтому осетины спокойно, принимая и то, и другое, остаются в рамках своей традиции. И мы все это наблюдаем. Мы в этом во всем участвуем. С другой стороны, есть апостольская церковь. У них есть апостольское служение. Ну, сейчас я мусульманскую сторону не буду. Мы знаем методы и прочее, как по соседним народам все это более-менее понятно. Давайте другое рассмотрим. По-моему, с мусульманской стороной сейчас конфликта пока не видно. Пока не видно, да. Вот. И это А прекрасно. тут есть апостольское служение, миссионерское служение. Я посмотрел церковные документы, когда вы меня пригласили, за последние несколько лет, что по этому поводу думает Святой Синод, патриарх Кирилл и прочее. Эта проблема там довольно сложная. Идут публикации, спорят как о миссионерстве, насколько это миссионерство должно быть агрессивным, а насколько оно не должно быть агрессивным. И тут возникает, не может не возникнуть, то, чему я учу студентов, потому что мне приходилось читать историю мировых религий, приходится рассказывать о становлении человеческой культуры. Слово, которое читателям, да боюсь, что и многим здесь присутствующим не знакомо. Прозелитизм. Прозелитизм. Что такое прозелитизм? Ну, вот видите. Это одна из особенностей любой мировой религии. Это необходимость и желание привлечь все окружающее в себя, вобрать. А прозелитизм бывает и другой формы. Осетинская древняя традиция тоже сохранила прозелитизм, но в другой форме. Никто насильно людей за осетинский стол и участие в религиозных обрядах не приглашает и не заставляет садиться. Все добровольно это делают. Поэтому, когда говорят, что кого-то не пустят в язычество, ну, конечно, не пустят, потому что никто туда и не идет. Мало того, нет никаких оснований там находиться. В каменный век, где увидели, надо быть аккуратнее. Еще раз напомню, в осетинской традиции лучше убить, чем оскорбить. Ну, вот так как-то было и есть. Я не буду сейчас углубляться. Вы просили объяснить на пальцах, я объясню на пальцах. Да. Вот пальцы. Есть остатки древней мировой религии, которая вынуждена теперь оформляться. При советской власти не надо было оформляться, потому что все остальное тоже было загнано, и все существовало, как оно есть. Сейчас, поскольку с одной стороны есть активность, серьезная активность, мусульманская часть, с другой стороны есть активность, нормально попытаться сохранить то, что передано и сохранено от предков. Обращу ваше внимание. Значит, каждая семья существует только потому, что каждый играет свою роль. Там не все дедушки, не все бабушки, не все внуки. Дедушка – это дедушка, бабушка – бабушка. И все разные. Но именно потому семья. Я позволю себе такое наблюдение высказать. Я 40 лет живу в Осетии. Дегорцы сильно отличаются от иронцев. Иронцы и дегорцы от кударцев. Но все они вместе порождают то, что устойчиво, поскольку они разные. Вот это три, можно разделить мельче, но вот три основные. Сейчас есть и другие направления религиозные. Но есть христианство в виде православной церкви, мусульманство и традиционной религии. Есть, то есть мы видим такую известную осетинам конструкцию на 3 ножках. И ни одну из этих, и она известна с древнейших времен. Не буду сейчас рассказывать истории про иранские столы там и прочее, сарматские. Это все известно. Не надо подпиливать ножки. Сила
общества, в котором мы с вами живем, и возможность двигаться дальше в том, что есть возможность существования всему и гармоничное существование. А вот вы говорите, древняя мировая религия, а какие-то ее отголоски сохранились ли где-то еще в мире у каких-то народов, и мы бы посмотрели, как они сосуществуют. Естественно. Так и взяли бы получилось, на вооружение. что имена стерлись. Принято христианские имена, но, опять же, как археолог я вам расскажу, это форма. А всегда, кроме формы, кроме морфологии, есть функция. Мы смотрим, как функционируют те или иные герои. И мы понимаем, что то имя, которое сейчас есть, ну, скажем, мы сравним жизнь святого Георгия и описание Уастерджа. Ну, это же прямо противоположные Это же жизни. отдельный предмет для спора. Секунду. Это один не наше. святой убивает в монашеском смысле дракона, а другой прямо противоположен по поведению. Ну, вспомните нартовский эпос. Да? Вот. Они соединяются на время и существуют, пока никто никого не трогает. Но когда начинаются нападки, то, естественно, начинают просить, это же разные вещи. Мы не знаем имени, но мы знаем, как другие народы называли. Я не буду сейчас говорить, как. Но я знаю это, как это было в Индии, как это было по дороге в Афганистане, как это было в Греции, и какое, возможно, было осетинское имя у некоторых святых. Мы же просили на пальцах, вот на пальцах. Не Трясти. подпиливаем. Что это троица? Не или подпиливаем, что-то? да, все. Три ножки фэнга, курильница, что? Вот эти Три на ножки. пальцах. Три ножки фэнга. Да, конечно, я именно это имел в виду. Ольга, вы нас постоянно просите, назовите причины Это того, ужасно что есть. интересно. Ну вот одно услышали, слово «пол», да? Если, Он говорил о естественным противоречизме. понимаете как, Вот. может быть, Да, может спасибо, быть новое мой слово, ответ на ваш вопрос будет немножко странным. Главная причина, вот в нашей эпохе, о чем говорил товарищ, так, то, что сегодня называют глобализмом. И одной из причин этого глобализма – это потеря национальных каких-то достояний своих. Значит, какую форму вот это у нас принимает? В том числе, значит, потеря своей идентичности, она способствовала тому интересу к традиционной религии и попыткой возродить это у народа, или, по крайней мере, у интеллигенции этого народа. Это одна причина. Так? Но что тут происходит? Тут происходит следующее. То, что нам уже вот почти каждый об этом говорил, что необходимо хранить то, что нам досталось от предков, так? А что нам осталось от традиционной религии? Еще в моем детстве я видел много обычаев и обрядов, связанных с этими представлениями, которых сегодня никто и не вспоминает. Что в застолье, что там при рождении ребенка. Можете привести какой-то пример Что? какого-нибудь обряда? Ну, вообще, скажите, что сегодня из обрядов у нас осталось? Многое чего осталось, но дело в том, что вот это не относится, к примеру, к конфликту, который мы сейчас рассматриваем, о котором мы говорим. Я говорю в целом, вот, подожди, сейчас. К конфликту что приводит? Приводит то, что вот пытаясь, так сказать, сохранить свое наследие, у нас, к сожалению, вот эти люди, которые претендуют на то, что они сохраняют традиционные культурные ценности, не имея вот этой вот основы, потерянную уже предыдущими поколениями, они начинают изобретать новое. По сути дела, вот те религиозные организации, которые у нас есть, это не возрожденное, это созданное новое. Понимаете? И вот здесь, при вот этом вот религиозном творчестве,
допускаются те вещи, которые не были в традиционных верованиях. Ну, И можем в том как-то числе, конкретно, чтобы в том не числе абстрактно, конкретно, вот это Что, вот. например? И с самого начала, когда я начал говорить, с самого начала я говорил, что вот эта толерантность, вот эта веротерпимость, и не просто веротерпимость, а содружество представителей разных религиозных организаций, это было в традиционной культуре. Это наше духовное наследие. И вот здесь вот эти товарищи, которые якобы возрождают это, они вот это рубят. Это я категорически не согласен с таким утверждением, что сейчас он опять делает выпад в сторону традиционалистов, как будто вот этот конфликт они зародили и они подогревают. Во-первых, почему-то никто не обратил внимания, что нет конфликта между традиционалистами и мусульманами. Нет, почему? Так, Почему? Нет, такого конфликта. Нету конфликта. Нет. Пока- А да, его знаете, нет, почему? но- Нет, Я я не скажу. говорю. Проблема в другом. И христианство, и мусульманство, они под сенью государства. И фактически вот нынешние современные законы только как бы опекают и эти религии. Фактически традиционные верования, вот традиционные религии и даже вот организации религиозные. Извини. На сегодняшний день уже не меньше не 5 организаций, которые государство организации, Я об этом которые и говорю. государство 5 зарегистрировало. организаций. Но официально они все равно не признанные. Как это Не признано? признаны, Они потому что вот даже зарегистрированы. вот министр передо мной рядом сидит, сколько раз они вот на такие мероприятия пригласили вот из этих организаций. Про них постоянно забывают. Во-первых. Во-вторых, вот законном мы порядке они говорили о зарегистрированы. святилищах. Вот святилища сами по себе, организации сами по себе. И большинство святилищ почему-то переданы общественным организациям или вот в административным или местной администрации, или районном администрации, и Не знаю, районной Федар, ни одной администрации. общественной организации, которая передана святилище. Есть общественные организации, которые носят название святилищ. Не, общественные организации, например, вот Хейтаджазвар до недавнего времени полностью там хозяйничала общественная организация Бутаева. Хотя относилась, вот святилище относилось к администрации Алагирского района и до сих пор относится. Но почему-то вот эти религиозные организации традиционных верований не могут добиться того, чтобы вот на их баланс, под их эгиду и под их юридическую юрисдикцию передали вот эти святилища, возле которых они и возникли, вот эти организации. В том числе, к примеру, постоянно идет борьба с монастырем у куртатинцев, вот Валамашек, святилище Цажил. И они там уже давно созданы религиозные организации, но никак не могут добиться того, чтобы закрепить это святилище за этой религиозной организацией. Извини, От скажи этого мне, и пожалуйста, конфликты. скажи мне, пожалуйста, вот те древние святилища, которые были, каким организациям традиционным относились до революции? Вот не надо До революции. это уже частная смахивает собственность на эти демагогию. организации, Знаете, это новшество, которое сейчас придумано. Знаете, это уже смахивает на демагогию, потому что до революции вы прекрасно знаете, что юридические традиционные верования, традиционные организации, даже святилища, никакого шанса не имели оформиться. И никто бы не допустил, тем более вы прекрасно... Этого Да, и потому и не пытался этого Да, потому делать. и не пытались. Да, потому что это не свойственно этим традиционным Это религиям. было не свойственно Российской империи, которая не признавала на территории Осетии другой религии, кроме христианства и мусульманства. И вам прекрасно известно, что те, которые отказывались от принятия христианства или мусульманства, их ссылали в Сибирь, и многих сослали.
И при том же даже прекрасно известно, что специально даже экспедицию снаряжали, чтобы уничтожить святилище. И в таких условиях вы думаете, что вот юридически бы какую-то религиозную организацию бы утвердили? В каких направлениях хорошо должны идти представители традиционных верований, православия и так далее. Как? Вот Тамир Казбекович говорит, надо создавать какую-то литературу, да, какую-то базу, изучать это, ну как? Сохранить то, что мы... Я говорю вот о чем. Значит, сейчас традиция чувствует свою уязвимость, потому что мировые религии, они существуют в институциональной форме, да? Очень серьезные организации, духовные училища, да, медресе, то же Все самое. мощно, да. Да. Это существует и Иерархия, будет существовать. да, разработанная. Да. Огромные бизнес-проекты. И они воспринимаются именно как мировые. Они наднациональные, они имеют глобальное распространение. Вот в диалоге с представителями мировой религии, как только заходит речь о традиции, сразу закономерный вопрос. А где ваши священные тексты в этом случае? Да? Он на самом деле вопрос не праздный. И я считаю, что эти священные тексты заключаются не в эпосе и не в героических песнях, но для того, чтобы вот сейчас я мог заявить то, что я хочу сказать, надо как бы немножко вот тут кругозор расширить и понять, что текст — это не только то, что написано на бумаге или высечено в скалах, да, или на папирусе. Обряд тоже является текстом. И вот в этом смысле центральный для осетинской религиозной традиции обряд, он не просто записан и зафиксирован, Транслируется. а он активно существует в нашей сегодняшней жизни. Это в случае, если это радостное событие, это куфт, да, обрядовое моление. Либо, не дай Бог, конечно, да, если это вот событие печальное, то это тризна, фишт. И вот эти два обрядовых действия, необычайно богатых и сложных по своему содержанию, фактически выступают в роли священных текстов осетинской религиозной традиции. И эти тексты сохранили для нас следы, хорошо читаемые, безошибочно узнаваемые, Но ведь они тоже многовекового трансформируются. взаимодействия и с христианством, и в том числе и с исламом. Смотрите, Осетин не нуждается в церквях, в иконах. Почему? А потому что обряд – это и есть служение. То есть служба происходит во время обряда или свадебного, или похоронного, или посвященного другому. Давайте не забывать о том, что три ножки, о которых я говорил, они немножко разные, то есть сильно разные. Две из них – это мировые религии. Признаками мировых религий является их полинациональность. Христиане бывают все, кто угодно, мусульмане. То есть здесь национальность ни при чем. Но осетинами все быть не могут. Осетины могут быть только осетины, извините. И здесь речь идет о том корне, который унаследован, который монотеистичен абсолютно. И тут можно много говорить, но это все будет уже со стороны христианский взгляд на это, мусульманский взгляд на это, буддийский взгляд на это. И, как правило, не отягощенный фундаментальным знанием того, о чем идут рассуждения. И закончу эту мысль. Смотрите, глобализация предполагает возможность утратить самоидентичность. В рамках религии она утрачивается. Ну, православный осетин же остается осетином. Он же хранит вот он эту остается, символизацию. он становится православным. Мусульманин становится больше мусульманином, чем осетин. Ну, сама религия так предполагает. Ну, предполагает так. Потому что это мировые религии. Иудаизм, кстати,
не мировая религия. Знаете почему? Потому что он мононационален. Потому что там иудаизм могут, конечно, записаться и цыгане в иудеев, но как-то это обычно Это очень трудно. не происходит. Ну, хазары это использовали? Хазары использовали. Ну и чем кончилось? Где хазары? Хазаров нету. Да, а Остина есть, слава богу. При этом, смотрите, ведь споры о православии, о религии – это новое. Всплывет и старое. Потому что Остин все время делали потомками Алан кочевников. Вот кочевники и все. А тут начали выявляться города. Как-то городов у кочевников не бывает. Стало выявляться много городов. Вот тут недалеко был город 2-10 веков, но почти полностью разрушен. Зилга город. Причем города, которые существовали тогда, когда ни о каком христианстве в России, на Руси речи не было. Это второй. Не было ни Москвы, ни Киева, ни Пскова, ни Ярославля, ни других. А это было. И надо осознать, что вот эта культура, которая существовала. Причем, что такое города? 7 холмов, там миллионы кубометров земли. А ну-ка, какая должна быть социальная организация? Один хочет копать, другой не хочет. Но они же сделали это. И что их объединяло? Обрядность, эпос, язык. Это все можно утратить, а можно сохранить. Поэтому, может быть, те, кто пытается это сделать, не до конца понимают, что они делают. Но они пытаются сохранить самоидентичность для себя, для своих детей, для своих внуков. Ну, причем такую живую, которую можно использовать каждый день. А мертвой самоидентичности не бывает. просто, это памятник на Ну, кладбище. действительно, да. Пожалуйста. Ну, как я поняла, и как мы все это понимаем, на данный момент есть некие запросы, есть какие-то духовные искания. Задача поставлена, на это нужно время. Время, мозги, душа, поиски. Вот, может быть, буква отмирает, дух сохраняется. Но 1100 лет христианства – это тоже, понимаете, это очевидный исторический факт. Вот что меня больше всего смущает, что пока время покажет, во что это выльется, как этот не эксперимент, а эти искания чем завершатся, какой будет плод. В это время на самом деле зафиксирована некая агрессия, даже иногда граничащая с яростью. Вот приводился, я же молчала, не говорила ни о Харищине, ни Цазию, ни о Ламашиге, молчала, потому что один из вот таких гвоздевых вот этих претензий была судьба этого древнего молельного дома-храма. И я хочу обратить внимание на ту динамику, которую я могу сама лично на своем опыте проследить. В 2002 году первые были посягательства. 1996 годы группа, в которой входили известные люди, в том числе и художники, они сделали кровлю, чтобы спасти от разрушения этот памятник регионального значения. Ну, простите, до сих пор говорили, что это просто вандалы делали, а сегодня их приписали к представителям традиционной. Но дело в том, что... Или я не совсем... Смотрите, 2002 и далее я даже заводила уголовные дела, ни к чему не приведшие. Это бедная плита, на которой были высечены имена и дата возобновления сего богомольного дома или там храма, это Гутиев и другие. Значит, от нее осталась пыль. В мешках эти осколки где-то в органах милиции. Я ее видела, и она опубликована в совершенно это. Вы понимаете? Вот это опасно. И к нам в организацию, и в другие места люди приходят. То есть я говорю о том, что надо как-то противодействовать этому и все-таки применять какие-то меры для того, чтобы вот это искание, вот это время, оно не ознаменовывалось вот такими актами. Понимаете, там переоформление, переформатирование. И, вы знаете, и мало того, сейчас по республике что я наблюдаю, даже не как, скажем так, древлехранитель епархии, а на самом деле на государственные объекты федерального и регионального значения со своими ремонтами и реставрацией нападают неумелые люди. И это, по крайней мере, в сетях я вижу, что это люди, говорящие, группы, говорящие, что они как раз исповедуют.
исконную веру и так далее. То есть нам нужно посмотреть правде в глаза, и государство в этом смысле, оно, конечно, обязано остановить вот эти факты. И тогда, возможно, и вот этого недовольства тоже будет меньше. И плюс о свободе выбора и о свободе совести. Вы понимаете, это христианству 1100 лет. И порой бывает неуютно произносить. Особенно на выезде, особенно рядом с каким-то объектом культурного наследия. Возможно, это частность. Но я вижу задачу сегодняшнего момента именно это. Некоторых надо приводить в чувство, чтобы не бросали они тень на вот эти духовные поиски, на размышления и работу над выражением исконной народной веры. Ну, тут уже же вопрос правовой. Да, Мы же в рамках правового поля можем действовать. Да. И, а почему-то, почему понимаете, нет? Какие-то права должно действовать не только относительно традиционалистов. Да, во все стороны. Но недалеко от города есть Зуар, Хусау-Зуар. И 2 раза вандалы громили этот Зуар. Да. Там были рисунки, вот в 90-х годах кто-то сделал, и этот художник оказался, или скульптор оказался вот действительно синкретистом, который смешал астинское с крестьянскими. И нарисовал помимо астинских жатта еще и Мать Марию и Иисуса. И вот это, когда громили, то все эти скульптурные изображения были уничтожены, кроме Мать Марии и Иисуса. И что, вот религиозная организация городская традиционных верований, они подавали заявление в правоохранительные органы, и им отказали в возбуждении даже уголовного дела, чтобы хотя вот этих вандалов найти и это как-то оградить. То же самое и относительно Рекома. И вот для того, чтобы вот этих таких провокаций или таких конфликтов не было, необходимо, чтобы государство и вмешивалось, в государство я имею в виду в данном случае республиканские власти, и вмешивались, и и относились одинаково ко всем религиозным организациям, и не закрывали глаза на традиционалистов, что их не существует. И совсем я вот соглашусь, наверное, с Фидаром относительно того, что забывают о них, что вот они нас, значит, такие никому не нужные. И не только это с конфликтными ситуациями связано. У нас есть такая правительственная комиссия по вопросам религиозных объединений. Мы намеренно туда не включили представителя какой-либо религиозной организации или конфессии, потому что там часто рассматриваются какие-то конфликтные вопросы. Вот. Там представители министерств, ведомств, те, которые каким-то образом касаются комитета, в том числе по охране объектов культурного наследия, религиозной тематики. И там есть и специалисты. В общем, какие-то мы стараемся найти точки соприкосновения, какие-то решения находить тех или иных конфликтных ситуаций, каких-то конкретные вопросы там разбираются. Вот. Ну, у нас есть представители религиозных организаций, например, в нашем общественном совете. Например, Ростислав Кайтуков, который возглавляет одну из самых больших таких религиозных организаций в общественном совете при министерстве нашем. Вот. Глава встречался, вы знаете, не так давно с лидерами религиозных объединений, в том числе и Ростислав Кайтуков на этой встрече тоже присутствовал, его пригласили. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, что, может быть, когда-то было действительно так, но сейчас ситуация уже немножко другая. Хочу вот проинформировать присутствующих, зрителей наших. На вот этой встрече
с религиозными деятелями возникла такая идея. Она, собственно говоря, возникла давно, но до практического воплощения этой идеи не доходило. Создать межрелигиозный или межконфессиональный совет при главе. Идея эта была озвучена Хаджи Муратом Гацаловым, муфтием республики. Он говорит, что я об этом говорю уже 5 лет. Почему мы должны ждать какого-то конфликта? Давайте мы создадим такой совет, и давайте мы будем собираться раз в полгода и обсуждать друг с другом какие-то вот важные задачи, которые перед нами стоят, проблемы, которые возникают. И такое решение было принято значит, необходимости создания этого совета. В течение недели нашим министерством было подготовлено положение об этом совете. Мы направили в администрацию главы правительства проект этого положения и предложили наши кандидатуры, кого бы мы хотели видеть в составе этого совета, представителей как религиозных организаций, так и наших крупнейших общественных организаций и представителей власти, скажем так. Я надеюсь, что это будет полезный орган, который, наверное, какие-то вот такие спорные моменты, сложные взаимоотношения будет регулировать, каким-то образом снимать. Спасибо, Тамир Каспакович. Да. Краткий итог. Если можно. Глобализация, новая эпоха, построение национальной культуры. Какие-то элементы строили, начиная с XIX века, в XX веке. Оперный театр у нас есть, художественное училище у нас есть, и так далее. Религиозная часть, она как бы не получала должного внимания. Поэтому сейчас эти проблемы, они оказались в центре общественного внимания. Поскольку я представляю научный центр, то я как бы со своей колокольни. Я полагаю, что помимо общественных институтов, которые надо достраивать, и которые явочным порядком как бы самоорганизуются, нужно еще и решать академические проблемы, потому что и христианство, и ислам, их даже и называют иногда так, что это религии книги. А книга, она уже и предполагает теологию, богословие. Остинская традиция нуждается в подобном. И поскольку сейчас предстоит празднование тысячелетия христианства, и христианство, и ислам – это неотъемлемая часть Осетии, истории Осетии. И поэтому нужно как бы выяснить, каков характер взаимоотношения традиции с ними, как это происходило на разных исторических этапах именно в плане духовном, не культурно-историческом или историко-культурном, а духовном, потому что это же религии, то есть они в конечном счете призваны давать людям ответы на вечные вопросы о смысле жизни, как умирать, в конце концов, а значит и как жить. И у меня уже в этом направлении есть задел. Я готов им поделиться. Если это кому-то интересно, поскольку я как бы рассказываю это на разных конференциях, на форумах выступаю, но это ведь должно быть и достоянием широкой общественности. Если к этому есть интерес, я готов поделиться. То, что интерес, запрос есть. Спасибо большое, Тимур Ефремович. Я только могу повторить, что давайте будем беречь то, что нам досталось из этого духовного наследия. Давайте не будем искажать, вносить какие-то свои. Книги и прочее, у нас очень серьезная база теоретическая. Эту базу надо сделать достоянием нашего народа. И самое главное, что у нас было в духовной культуре, это межконфессиональный мир
сотрудничество представителей разных этноконфессиональных групп. И это надо всячески беречь, это надо развивать и не допускать никаких эксцессов, которые противоестественны нашей культуре, нашему народу. Спасибо. Людмила Руслановна, Вашингтон. Но Осетия-Алания выдвигает очень какие перспективные планы, как сохранить свой голос в этой многоголосии мира. Мы должны это сделать. Для этого нам нужно духовное согласие. Нам нужно делать выводы, нам нужно быть внимательным и сделать все, чтобы вот эти высокие задачи выполнить. Духовный и мир межконфессиональный, а может быть еще много глубже. Вот это надо сделать. Конечно, 1100 лет, как Алания, Осетия приняла христианство. Но она его приняла именно потому, что были предшествующие тысячелетия, века, во время которых существовала система, позволившая принять одну из мировых религий. Затем и другую мировую религию. То есть у народа есть подтвержденный тысячелетиями истории иммунитет. Всегда были хулиганы, но, я полагаю, всегда были методы, как с ними общаться. И это умение, я надеюсь, не утрачено. Поэтому старшие тех фамилий, молодежь которых позволяет себе зажигать на том поле, на котором потом потушить будет сложно, должны их остановить. Ну, кроме старших, вообще-то в Осетии есть и государственные структуры. Я не говорю о тех бедных людях, которые пытаются разобраться и несут от себя тяну, иногда от кого-то берут чего-то и несут дальше. Некоторые несут околесицу как знамя. Мы все это видим в сетях. Я не говорю о введении цензуры, но если кто-то откровенно хулиганит, дело вот в чем. Мы же видели, чем заканчиваются там такие ситуации, там, где этого не сделали. Мы видим, что произошло в Афганистане. Да? Мы видим, что произошло в других странах. Мы видим, что тот же Ирак, да? Что произошло с культурой, с наследием, с музеями, с памятниками. Все разворовано. Где оно? Оно где угодно, на Сотбисе, еще где-то. Все это исчезает. У нас и так исчезает. Материальная культура древности, не только материальная, а в ней и духовная, она исчезает. Нам только не хватает межрелигиозных столкновений. Есть рецепт. Этот рецепт в осетинских ритуалах, в застолье. Я 40 лет живу в Осетии. Я никогда не видел, чтобы кого-то, потому что он буддист, мусульманин или христианин, от осетинского стола отлучали. Я не видел никого, кого бы насильно... Это и есть древняя традиция, то есть участие в молениях, да, в ритуалах, посвященных единому Богу. И в этой традиции глубокая прививка от всего того, чего мы боимся. Ну и органы, которые призваны сохранять и карать, сохранять спокойствие граждан и карать за недозволенные действия, тоже дремать не должны, потому что иначе это плохо кончится. Спасибо вам, спасибо за аргументированные мнения, взвешенный подход, мудрый взгляд. За всю историю человечества из всех противоречий, которые привели к войне, религия – самое частое противоречие. Разжечь нетерпимость легко, дойти до состояния гнева просто. И оказаться втянутым в чужую игру ничего не стоит. Сложнее разобраться и сохранить холодную голову, понять и принять простую мысль. Мы разные, и все мы имеем право быть собой. И понимать, ровно такое же право есть у тех, кто живет рядом. И смотреть трезво на вещи именно в этом контексте. До встречи.